Саймон Хундудунхут, меня зовут Сергей Санхядов. В чем суть моего подхода к освоению бурятского языка? Все мы в детстве учились ездить на велосипеде, и многие из нас достигли в этом деле совершенства и научились ездить, убрав руки с руля. А теперь представьте, что вы с самого детства ездите на велосипеде без рук, и к вам подходит человек и просит научить его ездить на велосипеде. Естественно, вы покажете ему, как ездить, и попросите повторить. Чем это закончится? Дело понятное. Человек упадет, а кто-нибудь из окружающих еще при этом посмеется и скажет: стыдно не уметь ездить на велосипеде, учись. А теперь представьте, что человек не бросил эти попытки и все-таки решил освоить язык. Наблюдал за теми, кто умеет ездить, и заметил какие-то моменты, которые позволили ему освоить язык. Представьте себя на месте этого человека, и вы поймете, что вам будет достаточно легко объяснить другому, как именно надо научиться ездить на велосипеде. Сначала нужно браться обеими руками за руль, то есть начинать с основ. Как это выглядит на уровне языка? Например, все мы знаем фразу «Би Сергей Гженертевен». Но мы ее используем в сокращенном виде «Би Сергей Гженертеп», то есть «меня зовут Сергей». На самом деле полная фраза «Би Сергей Гженерте Хумбейнеп», то есть «я есть человек, имеющий имя Сергей». В этой полной структуре мы видим, что в конце бурятского предложения всегда стоит глагол, а после определения, коим является слово «нерте», всегда стоит определяемое им слово, в данном случае слово «хум». Убираем одну руку с руля, то есть слово «хум», и получаем «би Сергей Гженертевен». Убираем вторую руку и получаем «би Сергей Гженертеп» и едем дальше уже без рук. И вот так, собственно, и в отношении всего языка. Ну, давайте рассмотрим какие-то более сложные примеры. Например, как будет по-бурятски «поэтому»? Тимэ. Почему тимэ поэтому? Ну, потому что так говорят. Нет, не потому что так говорят, а потому что здесь выпало слово «ушор» со значением причины. Тима ушорга, то есть от этой причины буквально, то есть поэтому. Вообще слово «ушор» – это очень многозначное слово, его можно перевести как случай, обстоятельства, причина, положение дел, ситуация, состояние и так далее. И это слово очень часто выпадает, и это бывает очень сложно понять тому, кто не является носителем бурятского языка. Например, фраза, когда человек хочет перейти на бурятский язык, он может сказать «бурядар хухыды», то есть говоря по-бурятски. Это сокращение от «бурядар хухы ушарта», то есть буквально в случае говорения по-бурятски. Дальше. Ну, допустим, придется купить машину. Машина обховала. Это, опять же, сокращение от машина обховала ушарты волов. То есть машина обховала ушарты хумболов. То есть я стал человеком, имеющим причину приобрести машину. Дальше. Машина абхаб. Это сокращение от би машина абховала ушарты хумбейнеп. То есть я есть человек, имеющий причины или обстоятельства для приобретения машины. Эти обстоятельства может включать в себя возможность, обязанность, необходимость, желание. То есть по совокупности этих обстоятельств я куплю машину. Биавахаб. И вот так, понимая суть происхождения формы глагола будущего времени, уже гораздо легче отличать его от тех случаев, где причастие употреблено именно в своей первичной роли. Например, би бурядар мутхаб. Понятно, что здесь речь идет не о том, что я буду знать бурятский язык в будущем, а о том, что я знаю его сейчас. То есть это сокращение от би бурядар мутхахумбейна. И вот так, собственно, и выглядят все те разговорные инструменты, которые бывает сложно понять в их неполной структуре. На моем канале, YouTube-канале Сергей Санхядов, мы рассматриваем все фразы разговорной конструкции в их полной структуре. Подписывайтесь на мой канал, осваивайте бурятский язык. Дахил музытра, парьте.